Вы смотрите итоги дня на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И в начале об основных темах этого выпуска. Завершающий этап. Завоз жизнеобеспечивающих грузов по сезонным автомобильным дорогам подходит к завершению, а объем межулусных перевозок полностью отгружен. Быстрое реагирование по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Завершился третий этап общероссийских командно-штабных учений. Как они прошли, узнаете из нашего материала. По проекту центральная дорога станет четырехполосной. Появятся велодорожки, а автобусные остановки приведут в единый стиль. В столице продолжается капитальный ремонт проспекта Ленина. Строительство с опережением графика. Полным ходом идет возведение нового республиканского онкологического центра со стационаром на 180 коек. В афишу Русского театра возвращается легендарный спектакль «Созвездие Марии». Специально к этой дате театр подготовил уникальную открытку. Об уникальности расскажет наш корреспондент. Арктика как территория диалога. Президент России провел совещание по развитию арктической зоны. Владимир Путин выделил 3 основных направления развития: Северный морской путь, экология и окружающая среда, а также увеличение потребления нефти и газа и поиск других рынков сбыта. Путин потребовал не откладывать реализацию проектов в Арктике, несмотря на санкции. Призвал продолжить проекты по ликвидации ущерба. А что касается геологоразведочных работ на территории Арктики, то Министерство промышленности республики в этом году запустила новую программу возрождения геологии. Программа позволит оценить перспективность территорий и арктических улусов. Объект депутатский, фланги депутатского месторождения – это объект, который позволит оценить ресурсы серебра на фланге известного оловорудного месторождения. И если серебро будет выявлено и с хорошими результатами, с хорошим содержанием, то в целом этот объект может дать новый рост всему Устьянскому району и в целом депутатскому месторождению. Завершающий этап перевозок. Завоз жизнеобеспечивающих грузов по сезонным автомобильным дорогам подходит к завершению. Из запланированных 812 тысяч тонн до пунктов назначения доставлено 784 тысячи. Оставшиеся объемы необходимо завести до закрытия зимников в арктических районах. Дмитрий Садовников провел заседание межведомственной комиссии по координации перевозки грузов. Отмечено, что запланированный объем межулусных перевозок полностью отгружен. Что касается топливно-энергетических ресурсов, они также завозятся в штатном режиме. На контроле остаются 2 филиала – Момский и Кобяйский. Как и в случае с продовольствием, оставшиеся объемы будут доставлены до закрытия автозимников в арктических районах. Напомню, что все автозимники в центральных районах закроются 15 апреля, в арктических районах примерно 25 апреля. По товарам народного потребления он будет завезен 100%, и этот план стоит 25 апреля. Машины в пути. По ГУПу ЖКХ, который закрывает многие районы, тоже план будет выполнен 100%. И я очень рад, что коллеги добросовестно выполнили план и работу, которую запланировали по завозу топливно-энергетических ресурсов, товаров народного потребления 100%. Всевозможные льготы и преференции. Например, нулевые ставки по налогам в течение первых 5 лет, пониженные ставки по страховым взносам. Именно такую поддержку от государства получают резиденты ТОР Якутия. Статус резидента получила и компания «Сальто Трейд» с проектом организации производства памятных и сувенирных значков. На фоне текущей экономической ситуации из-за объявленных санкций компания по-прежнему уверенно чувствует себя на рынке, так как производство продукции полностью сориентировано на сырье российского производства, металлопрокат, краски, эмали и расходные материалы. То есть такое слово, как импортозамещение, в принципе, вам пока не важно, но я заметил, что у вас здесь все-таки оборудование стоит иностранного производства. Не сталкивались ли вы пока с тем, что оборудование вышло из строя и невозможно найти запчасти? Не, такого пока не было, потому что мы запчастями уже закупились, проблем пока не испытываем. Не, ежедневно заказы наступают, проблем в этом нету. Работаем, как работать.
Сегодня в местности Ус-Хатын прошел третий этап общероссийских командно-штабных учений служб быстрого реагирования по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. В учениях приняли участие более сотни человек личного состава МЧС, службы спасения, авиалесоохраны, полиции, Росгвардии и других. Подробнее об учениях смотрите в следующем сюжете. Якутия готовится к одному из самых сложных периодов в году – паводку и пожароопасному сезону. По прогнозам синоптиков, вскрытие рек этой весной, возможно, произойдет раньше среднегодовых сроков, предположительно в первой декаде мая. Вместе с тем, в лесных массивах активно тает снежный покров, что чревато ранним началом лесных пожаров. И, как гласит народная мудрость, тяжело в учении, легко в бою. Силы служб экстренного реагирования в местности Ус-Хатын провели командно-штабные учения по предотвращению и тушению пожаров. По легенде, по федеральной водной, которая нам пришла с МЧС России из Москвы, у нас подвержен угрозе населенный пункт Бяскюль, который действительно, мы все это прекрасно помним, непосредственно захлестнул его лесной пожар в прошлом году. Соответственно, сейчас происходят те самые практические мероприятия, которые организованы всеми формированиями лесопожарными и всеми органами управления, в том числе МЧС России, силы привлечены именно к тушению этого лесного пожара. На ликвидацию пожара у служб ушло несколько минут. Каждый участник учений, будь то спасатель, пожарный или сотрудник лесоресурса и лесоохраны, точно знали свое место и задачи, которые надо выполнять. Службам, что касается якутского лесничества, это составление акта об лесном пожаре, а других служб, Якут лесресурса и ГУБУ авиалесоохрана, это ликвидация очага пожара. Это у нас сегодня участвуют в этом учении 6 единиц автотехники. Это трактор ДТ-75, АЦ-40, также тягач, трал, который возит наш трактор, а также 2 вахтовки. По результатам учения руководство Главного управления МЧС России по республике поставило оценку «хорошо». Особо отметили, что все структуры отработали слаженно и в тесном взаимодействии друг с другом. Думаю, что если с таким же подходом мы будем работать в предстоящем году, который, кстати, ожидается не менее опасным по своим прогнозам, чем предыдущий, то сможем на более ранних этапах реализовывать свои полномочия по предотвращению распространения пожара как на населенные пункты, так и в целом по лесной территории республики. По мнению представителей МЧС, не исключено, что оба риска – и пропуск паводковых вод, и начало пожароопасного сезона – могут пройти одновременно. И главная задача экстренных служб, чтобы эти события прошли без жертв и ущерба. Александр Хавренко, Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Якутск. Заготовка древесины в верховьях реки Амга волнует жителей не только близлежащих районов, но и всей Якутии. Процедура общественных слушаний состоялась сегодня в Доме профсоюзов. На вопросы граждан ответили специалисты природоохранных ведомств. Эмоциональность диалога между сторонами в ходе слушаний не ослабевала. Народный депутат Госсобрания Якутии, экс-министр охраны природы Сахамин Афанасьев подчеркнул, что резервные и защитные ресурсы подлежат сохранению. Речь идет о заготовке древесины. Осваиваться будут только эксплуатационные леса. Лес – это федеральный ресурс. Все земли у нас земли Гослесфонда. После лесоустройства, после внесения ИГРН, после проведения лесосырьевой комиссии определенные лоты выносят на аукцион. Таким образом, система работает уже с 2006 года, и ежегодно тысячи якутян, юридических лиц получают возможность получить древесину. Древесина, она заготавливается по определенным правилам. Здесь браконьерства, вандализма и так далее нету. Капитальный ремонт проспекта Ленина продолжается в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке улиц Дзержинского-Короленко, а также улицы Ленина сейчас проходит послойная работа. За ходом работ наблюдала Полина Долинская. Подробности в следующем сюжете. Необходимость реконструкции проспекта Ленина начали обсуждать еще в 2014 году. Основной задачей было придать улице дизайн-код, который бы привел к единому стилю, избавит от вычурной наружной рекламы и ненужных элементов, а также снизит транспортную нагрузку. Кампания по ремонту дорожного полотна была развернута в 2019 году и продолжается по сей день. На данный момент производится работа по выемке земляного полотна.
стабилизации грунтов основания. Как вы все уже заметили, глубина приличная, 1,20 м, 1,50 м. Подрядная организация выполняет последовательно устройство конструктивных слоев. Начинается с цементно-песчаной подушки, далее укладывается экструдированный полистирол, геосинтетика и послойное трамбование щебнем, и доводим до проектных отметок. По проекту тротуарную плитку заменят на гранит и материалы с гранитным напылением. Еще одним нововведением станет устройство кабельной канализации, что позволит все провода разместить под землю. Также будут задействованы другие новые технологии и современные материалы. Новшество заключается в теплоизоляции с применением геосинтетических материалов. Это будет повышать долговечность дорожной одежды самой, то есть самого полотна. То есть износостойкость будет увеличена с применением данных материалов. Сейчас на участке улиц Дзержинского, Короленко, а также проспекта Ленина проходит послойная работа. Но и здесь не обошлось без проблем. Как оказалось, главные трудности доставляют сами горожане. На данном перекрестке проспект Ленина, Курашова ограждение со стороны жителей города Якутска не соблюдается требования безопасности. В ответ на применение каких-либо действий с нашей стороны закрытие данного пешеходного перехода не выполняется. Подобное пренебрежение техникой безопасности может привести к травмам. И как бы ремонтники ни пытались объяснить это пешеходам, все без толку. Поэтому они уже смирились и в случае необходимости выручают пеших нарушителей. Тем не менее, все работы идут по плану. Асфальтирование участка Дзержинского-Ленина запланировано в конце 3-го, начала 4-го квартала. А прокатиться с ветерком можно будет уже в конце этого года. По проекту дорога станет 4-полосной. Все автобусные остановки приведут в единый стиль, а также будут проведены велодорожки шириной 2 метра. Ну и для эстетической красоты, конечно же, высадят деревья и кустарники, которые приживутся в наших климатических условиях. Полина Долинская, Иннокентий Кривошапкин, Якутск. А на трассе от Ленска до Удачного в мае появится сотовая связь. Речь об участке протяженностью почти 750 километров. Сегодня водители на северной трассе могут позвонить по мобильному телефону только на 5 участках, когда подъезжают к Дорожному и Заре, Мирному, Чернышевскому и Маркоке. Связь обеспечивает оборудование, установленное на объектах «Алмаз-Автоматики». Теперь еще 15 башен оснастят аналогичным оборудованием на протяжении всей дороги. По просьбе властей Мирнинского района «Алрос» инвестировала в инфраструктуру мобильной связи. Партнером проекта стала компания МТС. Она установит антенны и базовые станции. Сотрудники «Алмаз-Автоматики» также предоставят электропитание и каналы связи для подключения башен к центральной АТС. Для обеспечения связи мы разработали индивидуальный проект с учетом климатических условий Крайнего Севера. Уникальность в том, что базовая станция обеспечивается для работы на низких температурах. Работники «Алмаз-Автоматики» подготовили всю инфраструктуру для размещения оборудования сотовой связи в начале марта. Совершить вызов по телефону из любой точки на трассе водители смогут к концу мая. Зимой это очень важно, потому что если машина сломалась, человек и замерзнуть может, и нужно своевременно помощь оказать в ремонте машины и прислать техпомощь. Компанией был введен мониторинг транспорта «Виалон», который позволяет мониторить транспорт через сотовую связь. И такой мониторинг осуществлялся ранее только в населенных пунктах, там, где есть сотовая связь. Позитивная динамика по данным Минздрава. За последние 10 лет существенно улучшился показатель раннего выявления онкологических заболеваний. В год это в среднем 2500 случаев злокачественных новообразований. С помощью национального проекта здоровья идет плановая работа в этом направлении. С опережением графика проходит и строительство нового республиканского онкологического центра со стационаром на 180 коек. В здании проведено тепло, а в помещении полным ходом идут отделочные работы. Новый центр будет оснащен новейшим высокотехнологическим оборудованием, отвечающим всем требованиям для оказания качественной медицинской помощи. Планируется 6 интегрированных операционных залов и 1 основной зал для рентгенохирургических операций.
В данный момент ведутся работы по устройству, вот, как вы видите, инженерного оборудования, тепловодоснабжения, отделочные работы. В целом строительная готовность объекта высокая. И, вот, как я уже говорил, строительную часть мы хотим закончить в этом году. А потом уже проводить пусконаладочные работы по оборудованию медицинскому, по установке и так далее. Есть определенные трудности в связи с санкциями, но идет плотная работа с Министерством здравоохранения, с врачами, которые будут непосредственно эксплуатировать. Подбираются доступные аналоги, в том числе отечественного производства. А вот в больнице поселка Нижний Куранах вернулся к работе массажный кабинет. В комплексной реабилитационной терапии для профилактики ряда заболеваний массаж необходим. Кроме того, курс процедур нередко требуется дошколятам и школьникам. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Жительница поселка Нижний Куранах Валентина пришла на очередной сеанс массажа икроножных мышц. Работа Валентины сопряжена с нагрузкой на ноги. Ей предстоит пройти курс из 10 процедур. Однако уже сейчас девушка чувствует себя намного лучше. После массажа ощущается легкость, ушло болезненное ощущение и тяжесть. Вполне можно ходить, потому что гораздо легче. После ремонта в Нижнекуранахской больнице массажный кабинет возобновил работу. Недостатков в пациентах здесь нет. Массаж является эффективной профилактикой против многих заболеваний. Огромное значение укрепляющие процедуры имеют в реабилитационной терапии. Всем взрослым 4 раза в год это положено делать массаж. Остеохондрозы – это естественно, сколиозы, артрозы. Переломы – это восстановительная функция. Идет профилактика после коронавирусной инфекции, потому что пострадали легкие, здесь легочные заболевания все. Делаем массаж грудной клетки. При инсультах обязательно конечности. Медсестра Наталья Гафыкина работает в массажном кабинете больницы Нижнего Куранаха почти 10 лет. Сегодня большинство ее пациентов составляют дети и подростки. Проблемы со скелетом и мышцами у дошколят и школьников встречаются нередко. Мамам Наталья Ивановна подробно рассказывает, как проводить укрепляющие упражнения дома. Так как дети загружены у нас компьютерами, телефонами, у них идет очень большое нарушение мышечного тонуса, скелетного тонуса всего. Они искривляются, плохо себя чувствуют, очень много жалоб на головные боли. Массаж для самых маленьких пациентов неотделим от гимнастики. На этой записи 3-летний малыш с удовольствием шагает по дорожке и прыгает по импровизированным камушкам. Курс укрепляющих процедур благотворно воздействует на весь организм и стимулирует работу мозга. Просто такие полусферы приобрести и дома, так же как завтрак, обед, ужин 3 раза в день, по 2-3 секунды походить, постоять на них. Польза реабилитационной терапии бесспорна. Ряд процедур практически не имеет противопоказаний. Скоро в больнице Нижнего Куранаха возобновит работу кабинет лечебной физкультуры. ЛФК наряду с массажем имеет огромное значение для восстановления и укрепления здоровья. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алданский район, поселок Нижний Куранах. По оценкам Всероссийского центра изучения общественного мнения, с момента начала специальной военной операции рейтинг поддержки главы государства Владимира Путина стабильно держится на очень высоком уровне. И особенно актуально сейчас стоит вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения как наиболее уязвимой части общества, больше всех подверженной нарушению навязанных мнимых и ложных ценностей. Активная просветительская работа в этом направлении ведется у нас в республике. Любовь к родине, патриотическое воспитание нужно взращивать у нового поколения. Об этом нужно говорить, об этом нужно рассказывать. На сегодняшний день в дошкольных учреждениях, образовательных организациях проводится много мероприятий, акций, военно-патриотических, военно-спортивных, военно-прикладных соревнований. И здесь речь идет именно не о количестве, а о качестве. Также одним из показателей я считаю огромную роль интерактивного мультимедийного музея «Россия. Моя история», где проводятся знаковые общественные мероприятия для детей и взрослых.
Алмазов якутских «Невидимые грани». Юбилейную книгу под таким названием презентовали в историческом зале Национальной библиотеки Якутии имени Пушкина. Она посвящена столетию Якутской ССР и 30-летию создания «Алроса». В презентации приняли участие ветераны алмазодобывающей отрасли и руководители компании. На мероприятии побывала Кристина Якупова. Книга повествует о первых алмазниках и сельских глубинах Якутии. В первую очередь автор-составитель Агния Игнатьева посвятила свой труд первопроходцам в промышленности, труженикам Верхневилюйского улуса, которые 30 лет назад сформировали первые вахтовые бригады «Алроса». Мне кажется, очень актуально сейчас говорить о производственниках. Мне кажется, люди соскучились как раз по этой теме. И нужно больше и больше показывать людей труда. Именно тех, кто формирует наш бюджет. Хотим того или нет, наш бюджет формируется только за счет производственников. Продолжая традиции первых алмазодобытчиков, «Алроса» по итогам 2021 года стала лучшим участником республиканского проекта «Местные кадры в промышленность». Сегодня компания – одна из крупнейших работодателей в России. В структуре группы работает около 32,5 тысяч человек. Более 90% состава являются местные кадры. Расширение основного и сопутствующего производств, новые проекты позволили «Алроса» создать в 2021 году свыше 1800 рабочих мест. Почти все в Якутии. Еще столько же планируется создать в этом году. Ежегодно компания совместно с Государственным комитетом республики по занятости населения и с Мирнинским управлением социальной защиты проводит ярмарку вакансий в Вилюйской группе районов, в Ленском и Мирнинском районах. И реализует республиканский проект «Местные кадры в промышленность». Благодаря этой программе в прошлом году в компанию «Алроса» трудоустроилось 3018 человек. Эта цифра вдвое превышает показатели 2020 года. Сегодня группа «Алроса» находится в стадии развития и открытия новых производств. К примеру, в 2022 году «Алроса» вводит в эксплуатацию карьер «Магнитный». Он находится на месторождении Верхнемунское удачнинского комбината. Скоро там начнутся вскрышные работы и добыча алмазоносных песков. Соответственно, все это повлечет за собой расширение кадрового потенциала компании. Автор книги уверена, что молодежь, прочитав ее, задумается о профессиональной карьере в большом и дружном коллективе, который своим трудом обеспечивает социально-экономическое развитие всей республики. Кристина Якупова, Григорий Николаев, Якутск. В афишу Русского театра после трехлетнего перерыва возвращается легендарный спектакль режиссера Андрея Борисова «Созвездие Марии». Уже завтра, 15 апреля, его покажут на сцене, а 16-го состоится юбилейный 50-й показ. Специально к этой дате театр совместно с историческим парком «Россия. Моя история» и учеными создали почтовые открытки с виртуальной и дополненной реальностью, включающие видеофрагменты спектакля. Их можно будет приобрести в театре. Ульяна Шагина о спектакле и новых открытках. Артисты Русского театра репетируют день и ночь. Уже 16 числа зрители смогут увидеть 50-й показ истории о великих покорителях и просто влюбленных людях Татьяне, сценической версии Марии и Василии Прончищевых и других знаменитых исследователях, чьей судьбой станет дойти до самого края севера. Она и знала всю суть происходящего, всю опасность, скажем так, этой непростой экспедиции, этой непростой всей истории. Она предполагала, конечно же. Но, тем не менее, ее сила воли, духа, верности, любви, с той, которой она шла за своим супругом, за Василием, это придавало ей силы, уверенности. Именно Мария и Василий Прончищевы, а также их друзья Семен Челюскин, Витус Беринг и другие мореплаватели смогли четко обозначить на карте российского государства северные границы. Но чего им стоила эта работа? Во время и болезни не лечились, та же самая цинга, от чего матросы бывало полностью целыми экипажами погибали. И вот я, как актер персонажа, как сам персонаж, точнее, тоже погиб. Потому что так получилось, во время исследования фарватера провалился под лед,
переломилась нога и произошел тромбоз. История этого покорения арктических берегов теперь запечатлена и на серии почтовых открыток. Ученые, историки и работники музея разработали совместный проект, который теперь станет настоящим подарком для ценителей истории. На открытке изображены пути Великой экспедиции. Интересный процесс. Мы вовлекли дизайнеров, в том числе из других городов, студентов. У них свое портфолио появилось. Ну, такой интересный конгломерат вышел. Любой сейчас приезжающий турист, человек, он спрашивает: у вас в Якутске что-нибудь интересное есть? Есть. Вот они открытки, вот они дополнили реальность. Мы встали примерно на уровень многих центральных городов. Здесь еще одна фишка. Если навести телефон на изображение Марии на открытке, то на экране телефона высветится фрагмент спектакля «Созвездие Марии», где Мария вместе с мужем Василием Прончищевым впервые вступили на корабль «Якутск». Да, действительно, именно на этом корабле Василий и Мария Прончищевы отправились покорять северные широты нашего государства. Эта история, она опять возымеет, скажем так, новую жизнь пойдет. И буквально через несколько часов мы начнем опять показ «Созвездия Марии». Мы будем рады видеть наших дорогих, любимых зрителей. Открытки вышли ограниченным тиражом, и часть из них как раз-таки зрители смогут приобрести перед началом спектакля «Созвездие Марии» в Русском драматическом театре. Ульяна Шагина, Георгий Баранов, Якутск. На этом у нас все новости. Именно таким мы запомним уходящий день. Всего доброго и до новых встреч в эфире.